Диспетчер, который принимает вызова, который передает вызова, он должен знать район, населенный пункт, город, где он работает, да, то есть чтобы по каким-то ориентирам, даже если мы не знаем точно адрес, если нам не говорят точно адрес, чтобы по каким-то ориентирам мы могли сориентировать бригаду, которая едет на вызов. Краткий инструктаж и приступают к работе по-новому. Сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы скорой помощи теперь будут принимать вызовы от жителей всех районов республики. Именно сюда будут стекаться абсолютно все звонки. Сейчас уже на пульт скорой помощи поступает более 400 вызовов бригады врачей в сутки. Чтобы диспетчеры справились с такой нагрузкой, увеличен штат. Раньше в дежурство на 24 часа заступали 5 специалистов. Теперь в течение суток принимать звонки от жителей будут 7 диспетчеров. Плюс в создании единой диспетчерской службы заключается в том, что если в каких-то дальних районах, отдаленных районах, это, допустим, Малгобек, это Сунжа, произошло какое-то массовое происшествие, это может быть дорожно-транспортное происшествие, землетрясение, взрыв бытового газа. Плюс заключается в том, что непосредственно уже взаимодействие идет непосредственно с бригадами, которые находятся на месте, также и можно направить непосредственно с центральной станции скорой медицинской помощи дополнительные силы. Скорая слушает. Что нахалтите? Так, адрес можете свой продиктовать? Сунжи. Улица какая у вас? Диспетчер Шафия Хамхоева – новый сотрудник станции скорой помощи. Она одна из тех, кто пришел на дополнительные введенные должности. Особое внимание молодой специалист, как и опытные диспетчеры, уделяет изучению названий улиц и расположению домов в районах, звонки от которых еще совсем недавно принимались не здесь, а на местах. И диспетчерам, и жителям нужно время, чтобы привыкнуть к нововведениям. Я хотела обратиться к Малгобекскому и Сунжинскому районам, чтобы они относились к нам с пониманием, так как, например, мы принимаем вызов, некоторые люди не могут не уточнить адрес. Если нет адреса, то уточнять, какое здание рядом, что находится, даже элементарно цвет машины, который рядом находится, описать. Для нас это очень важно, потому что мы не можем поехать просто на место, где нет адреса. Конечно, мы выйдем, но, естественно, больной потеряет время, пока скорая будет искать этот адрес. Медсестра по приему и передаче вызовов станции скорой помощи Мадина Берсанова положительно оценивает нововведение. Считает, что это сделает их работу еще более оперативной. Вызов поступает на 103. Мы через компьютер, сюда нам поступает вызов через телефон. Мы сразу печатаем и передаем любой вызов, который есть в Малгобек, Сунжа, Карабулак. Передаем через компьютер, на планшет поступает вызов. Мы видим, что бригада уже на станции. Когда они на станции, они пишут, что на станции, отмечают. И бригады сразу же отправляем им, и они выезжают. И так быстрее и лучше, мне кажется. Еще у нас есть ГЛОНАСС. Мы наблюдаем машины, кто поближе находится, если там экстренные вызова, мы смотрим, кто ближе находится, та или иная машина, да, и направляем сразу бригаду. Мадине Беслановне есть чем сравнивать. Она уже 8 лет стоит на службе охраны здоровья людей. В ее практике было много разных причин вызова врачей скорой помощи. Но недавний случай заставил диспетчера переживать больше всех. Мужчина, который срочно нуждался в медицинской помощи, не смог назвать свой адрес. Правда, рассказать нам до конца эту историю Мадина Беслановна не успевает. Кому-то срочно потребовалась помощь врачей скорой. Такая работа. Был такой вызов. Мужчина с одышкой был. И он трудно выговаривал эти слова, ему трудно было. Мы, тем не менее, связались с Сунжей, сказали, у вас есть такой больной с одышкой? Он адрес не мог выговаривать, ему очень плохо было. Вот так вот проориентировались, они сказали, да, есть. Я говорю, пожалуйста, быстрее. Он вообще разговаривать не мог. Сильная одышка была. Вот за него я очень сильно переживала, боялась, что с ним ничего не случилось. Врачи вовремя успели? Да, успели. Скорая? Алло. Кроме нововведений, говорят на станции скорой помощи и о проблемах, с которыми приходится зачастую сталкиваться специалистам. Врачи убедительно просят население республики при вызове врача называть свой точный адрес и объяснять детально, что беспокоит пациента. Это поможет медикам подобрать бригаду, подходящую именно под ваши жалобы и возраст. И еще один крик души медработников к водителям. Уступайте дорогу карете скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Врачи могут спешить в этот момент и к вашим родным. Дело в том, что когда звонит больной и просит прислать бригаду скорой помощи, зачастую не называют повод вызова.
Как правило, мы отказать не можем и посылаем нашу бригаду, то есть направляем нашу бригаду. По факту оказывается необоснованно вызов. То есть такие случаи, как потерян градусник, не нашли тонометр. Вот и бригада тратит на этот необоснованный вызов время. Тем самым мы тратим свое драгоценное время для нужного экстренного вызова для спасения чьей-то жизни. Экстренно хамцогоч секцо спецсигнал мигалкаш сек боюжда сто чудош хандайо мигалкаш. Да дошка мигалкашок о спецсигнал сок. Мел ха спецсигнал йоги некато пропускать да мяжики пробкашку динина чох. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.